эфире, я надеюсь. Что-то у меня опять какие-то тут странные вещи на канале происходят. Масоны, 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 масоны. Масоны, 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 масоны. Так, друзья, мы в эфире. Я извиняюсь за технические неполадки. У меня здесь снова какие-то сбои произошли. Сейчас я одну секунду, буквально. Так, одну секунду. Одну минуточку. Так. Так, мы в эфире. Да, мы в эфире. Так, ассаламу алейкум, друзья, витаю вас, извиняюсь за задержку. Выступал в одном суде, поэтому был вынужден задержаться. Ну и технически опять какие-то неполадки у нас тут происходят. Стрим у нас, друзья, сегодня 21 июля 2025 года, 18 часов 21 минута по Берлину, 19 часов 21 минута по городу Джохару. Друзья, вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Турция и Азербайджан против России. Закавказье на грани войны». Давайте об этом и многом другом поговорим. Но прежде напоминаю вам, всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть пока безопасно. И сообщение, витаю всех, друзья. И сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских бандитов за прошедшие сутки на театре боевых действий в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1170 бандитов, 2 танка уничтожено, 7 боевых бронированных машин уничтожено, 54 артиллерийские системы, 1 РСЗО система, 1 антиаэркрафт система уничтожена, 199 БПЛА сбито, 132 автомобильной техники и цистерны уничтожено и 2 спецтехники также уничтожены. С чем я вас всех и поздравляю. Итак, давайте ваши комментарии. Так, во что ли мы верим реально? Нохчичу, о чем вы говорите? В чем ваш вопрос? Сейчас я тут тоже кое-что переделаю, друзья, секундочку. Итак, новости от Deutsche Welle. Первое, что новость, которую нам сообщает Deutsche Welle, тоже очень интересная новость. Такого прямого наезда мы давно не слышали. Но вот обратите внимание, Путину следует знать, что Трамп ведет стопроцентные вторичные тарифы на нефть из РФ, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в программе Sunday Night in America на телеканале Fox News 20 июля. По словам сенатора,
Индия, Китай и Бразилия, эти три страны покупают 80% дешевой российской нефти, позволяя военной машине Путина работать. Но этим странам придется выбрать между поддержкой РФ и американской экономикой. Путин хочет восстановить Советский Союз, бывший Советский Союз, Российскую империю. Он хочет захватывать страны, которые ему не принадлежат. И он не прекратит эти попытки, пока кто-то его не остановит, подчеркнул сенатор Грэм. Путин, наступает твоя очередь. Трамп – это Скотти Шефлер, многократный чемпион-гольфист. Американской политики, то есть Трамп – это Скотти Шефлер, американской политики и международной дипломатии. И он собирается надрать тебе задницу. Сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News. Извиняюсь за цитату, это прямая цитата. Вынужден был вам об этом сказать, чтобы Путин особо не расслаблялся. Так, тоже Россия применяет активные методы противодействия. В результате крупной хакерской атаки затронуты десятки тысяч серверов. Злоумышленники атаковали приложение SharePoint. В Microsoft уже признали наличие уязвимости, которая позволяет получить полный контроль над системой без авторизации и паролей. Microsoft уточнила, что атака касается только локальных серверов SharePoint, которые администрируются непосредственно самими организациями. Облачная версия SharePoint Online в составе пакета Microsoft 365 не пострадала. Компания рекомендовала своим клиентам немедленно установить обновление. Вашингтон-Пост назвал это атакой нулевого дня, когда используется ранее неизвестная уязвимость. По информации издания, целью стали государственные учреждения и компании как в США, так и в других странах. Под угрозой оказались десятки тысяч серверов. Далее. Служба военной контрразведки ФРГ МАД фиксирует значительный рост количества попыток шпионажа и диверсий со стороны российских спецслужб Германии. Мы наблюдаем резкий рост случаев шпионажа и гибридных операций. Действия стали более агрессивными, заявила президент МЭД Мартина Розенберг. По словам Розенберг, российские спецслужбы действуют по образцу времен Холодной войны. Среди вызывающих тревогу инцидентов разведка военных объектов и важной инфраструктуры в Германии, саботаж линий снабжения, кибератаки, а также использование высокотехнологичных беспилотников, защищенных от помех. Нередко также применяется и целенаправленная дезинформация. По данным ДПА, количество подозрительных случаев за год практически удвоилось. Российские агенты активно проникают в Германию через третьи страны. Группе риска для вербовки лица с российскими корнями, поздние переселенцы или люди, имеющие связи с Россией, лица с двойным гражданством России и Германии. Нередко таких людей вербуют во время поездок в Россию или союзные ей страны. Вот такой вот интересное такое вот сообщение получается. Давайте к комментариям вашим, друзья. Витание с Украины, слава Ичкерии и его народу. Спасибо, Максим. Героям слава. Слава Украине. Так. Что у нас в ТикТоке?
Так, одноразовый. Зашли. На месте одноразовые. Все нормально. Так. Слава Украине, салам из Казахстана, слава Азербайджан, героям слава. Слава Украине, героям слава, друзья, героям слава. Так, друзья, ну, смотрите, сегодняшняя наша тема Турция и Азербайджан против России, Закавказье на грани войны. И знаете, есть все основания полагать, что на Кавказе, может, сейчас развернется новый театр боевых действий. И, по всей видимости, Россия собирается бросить туда немалые силы, так как Россия очень усиленно пытается делать вид, что ей не плюют в лицо, и это наводит на размышления интересные. Давайте об этом многом другом поговорим, друзья. Об этом и многом другом поговорим. Вот что говорит военный историк немецкий. Война в Украине может идти вечно, а спецоперации могут повторяться в Грузии, Казахстане, странах Балтии, заявил немецкий военный историк. Для России война – это идеальный режим работы, идеальная модель общества, заявил военный историк Маркус Койп. Война позволяет Путину мобилизовать людей. Благодаря войне у него есть тотальный контроль над экономикой и обществом. По его мнению, возвращение такой в России в режим мирного существования невозможен. Экономически она очень быстро развалится. Да и общество задается вопросом, за что же мы, собственно, умирали, говорит Койп в интервью австрийской газете «Курьер». Даже если война в Украине закончится, это не значит, что Россия отступится от своей воинственной политики, уверен историк. Напротив, если война является бизнес-моделью, тогда России всегда нужен противник. Ей всегда нужно поле боя или цель для вторжения. Так называемые спецоперации могут повториться в Грузии, в Казахстане, в Балтии и так далее, отметил он. Койп назвал в корне ошибочной идею о том, что экспансивной империи возможно мирное сосуществование. Единственный путь заставить Путина сесть за стол переговоров и заключить мир с Украиной, по убеждению Койпа, состоит в том, чтобы довести поставки оружия в Украину до максимума. Только когда он поймет, что не продвинется дальше, он будет, вероятно, искать другие пути, считает военный историк. Ну как, вы согласны с Койпом, с немецким историком, друзья? Путин не очень смелый, немножко, Эльгато, перефразирую вас, против Турции не пойдет. Тем более сейчас, когда все поняли, что не армия, а пшик. Думаете, не осмелится? Не осмелится? Ну, если он не осмелится, то, как вы считаете, Азербайджан может осмелиться пойти дальше? Азербайджан при поддержке Турции. Может ли он пойти дальше? А кроме России, Вольф меня спрашивает, а кроме России у тебя тем нету?
Или тебе нечего больше обсуждать? Ну, как вам сказать, Вольф, а, ваша Россия оккупировала мою страну, убила более 250 тысяч наших граждан. Потом напала на Грузию, затем на Украину. И для нас это жизненно важная тема, понимаешь? Мы хотим, чтобы ваша страна не нападала на другие страны. Мы хотим, чтобы ваша страна нас не убивала. Понимаешь? Для нас это важно. Мы хотим жить. Понимаешь? А вот сейчас вы вторглись в Украину, и вас там взяли за пятачок, схватили. И теперь вы визжите. И вы требуете, чтобы мы не обсуждали, чтобы не говорил на русском языке, чтобы мы не обсуждали Россию. Вот от нас это требуете. А почему вы не требуете от своей власти, например, перестать нас убивать? То есть не просто требовать, заставить свою власть нас не убивать. Что можно сделать такого, чтобы ваша власть перестала нас угнетать, репрессировать, оккупировать, убивать, там, грабить? Что нужно сделать? Я полагаю, как только что вот немецкий историк нам рассказывал, что это невозможно. Я исхожу из этой же точки зрения. Причем вот этот немецкий историк только сейчас об этом говорит, а мы об этом говорим уже 20-30 лет. Я последние 10 лет об этом кричу здесь, в Германии. Поэтому для нас важно, чтобы вы нас не убивали. Вроде законное требование, правильно? Как только вы перестанете нас убивать, покинете наши территории, освободите нас, дадите нам самим жить, созидать, да, то в таком случае ваша претензия о том, чтобы я не говорил о России, могла бы показаться уместной. В данном случае она неуместна. Как вы относитесь к арабизации чеченского народа? Ну, я никак не отношусь сам лично к арабизации, но то, что вы говорите, вот вы ранее написали, как вы относитесь к исламизации. Ну, мы мусульмане. Вот если вы написали бы исламизму или исламистским каким-то крайним формам, то я бы вам тогда сразу ответил. Вот вы сейчас говорите арабизация. Да, в какой-то степени вы правы. Чеченский народ подвергнут арабизации, но мы мусульмане. И для нас ничего страшного в Коране, в исламе мы в этом не то что не видим. Мы считаем, что это путь успокоения, путь созидания, путь человеческого духовного развития. Мы так считаем. К тому, что с нами произошло, конечно, я не знаю, Женя, откуда вы, кто вы по национальности. Если вы россиянин, то у меня с вами другой разговор. Если вы не россиянин, то вот как не россиянину я могу вам объяснить. Я отношусь плохо к тому, чтобы чеченцы становились арабами или русскими или кем-либо другими. Мы чеченцы, и мы носители древнейшей цивилизации, древнейшей культуры, тысячелетней. Никогда даже не было никакой русской культуры или арабская культура развивалась еще не так усиленно и масштабно, как она позже стала развиваться. И мы должны хранить свою культуру. Взгляд, если он хочет этого. Насильно никого заставлять нельзя, но каждый должен хранить свою культуру. Особенно такую древнюю культуру, как нашу, мы просто считаем своим долгом сохранить ее. Наши отцы, наши деды, прадеды сохранили ее для нас. Мы ее считаем правильной и хотим ее придерживаться, наших культурных, традиционных кодов. А то, что над нами произошло, то, что над нами совершено, или то, что с нами произошло, это все вытекает из
геноцидальной войны, которую вела Россия, продолжает вести политику геноцидальную, вести против нас сегодня. Я только что выступал сейчас в суде в американском и в качестве эксперта. И как раз мы обсуждали эту тему по поводу того, что происходит с чеченцами. И в том числе вот исламизации или, как вы сказали, или арабизации. И знаете, я считаю, что чеченцы по большей части спрятались за исламом и за бородами от того неимоверного ужаса, который обрушила на них Россия. И я человек, который открыто выступает, который подвергается транснациональным репрессиям, в данном случае моя семья, мои родственники, мои знакомые, члены нашей правозащитной ассоциации, бывшие члены нашей правозащитной ассоциации, мы все подвергаемся транснациональным репрессиям со стороны российских спецслужб, в частности ФСБ и ГРУ, конечно же. Непосредственно тем, кто, чтобы не быть голословным, непосредственно тем, кто этим занимается, это ФСБ, это Дмитрий Кечкин, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике. Дмитрий Кечкин – это главное лицо в нашей оккупированной стране. Не Рамзан Кадыров, как он может показаться. Рамзан Кадыров изображает только главу. На самом деле это не так. Непосредственно ему помогает в этом человек из Катыр-Юрта, Беслан Астамиров, офицер ФСБ, высокопоставленный офицер ФСБ. Силовую сторону всего этого их преступного действия против меня осуществляет Ибрагим Дадаев, главарь Очхой-Мартановской какой-то там банды вооруженных силовых структур, оккупационных силовых структур. Поэтому я считаю, что то, что мы видим, что чеченцы закрылись, отрастили бороды, говорят только про религию, это связано не с тем, что эти чеченцы представляют угрозу для окружающих. Мы здесь в Европе живем, треть нашего народа проживает в Европейском Союзе, может быть даже больше. За все это время мы не сформировали какие-то исламистские отряды, какие-то там группы и так далее. Хотя все чеченцы, практически все, начали носить бороды. И это веяние, с одной стороны, моды, потому что наши воины, наши защитники носили бороды. И они, как законодатели среди мужчин, мужского населения чеченцев, стали такими примерами для подражания. Но и также чеченцы закрылись в самих себе, понимаете, в самих себе. И нашли успокоение в Боге, в религии, в исламе. И если кому-то кажется, на первый взгляд, какие чеченцы там бородатые и так далее, то вы просто посмотрите, как их много здесь, в Европе, и сколько они совершили преступления, вот именно на религиозной почве, если это представляет какую-то угрозу. Те, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, эти люди находятся в заложниках. У них вообще нет никаких прав. Уровень страха, который там находится во временно оккупированной, он до того велик, он осязаем, этот страх. И дело не только в личном страхе. Россия применяет против нас, как я сказал, против меня применяет психологические методы воздействия, в том числе вот транснациональные вот эти репрессии, там, провокации, психологическое воздействие, обман, манипуляции, пазловое программирование людей. Пока
вы не столкнетесь, вам может показаться это какой-то конспирологией, но я с этим сталкиваюсь, я с этим живу, я в данный момент нахожусь в этом состоянии, поэтому я знаю, о чем я говорю. Поэтому, ну, может сложиться впечатление, что чеченцы какие-то антисемиты, может сложиться впечатление, что чеченцы какие-то радикалы. Да, я тоже могу высказать какую-то радикальную мысль, в смысле не о том, чтобы как-то кого-то там уничтожить, а в смысле, что весь мир наплевательски относится к нашей трагедии и к нашей боли. И сейчас, когда только их коснулось тут на Западе, они вот зашевелились. А уже коснулось, уже давным-давно коснулось, просто вот только-только проснулись, так сказать. Поэтому, если вот эти репрессии, которые используются против меня, против моего народа, они никому не заметны, мы это ощущаем на себе очень активно. И мы здесь, в Европе, не представляем угрозу. Мы учимся, мы работаем. Но есть информационное пространство, интернет-пространство, где очень много антисемитизма, где очень много пропаганды, где много представляются чеченцы, люди, представляющиеся чеченцами, там, могут там говорить что-нибудь там радикальное, что-нибудь антисемитское, что-нибудь там такое. Но я человек, который вот здесь как раз сижу и подвергаюсь вот этим всем методам воздействия, которые российские спецслужбы имеют в своем арсенале. Могу сказать, что 90% вот кто вот в интернете пишет, это тролли, это фабрика троллей, которая есть в каждом отделе полиции, или если это можно назвать полицией, вот эти банд-притоны, которые расположены на нашей оккупированной земле, где 1, 2, 3 мента сидят и все время в интернете пишут и выявляют радикалов. И когда усиленно открываются каналы религиозного содержания, когда идет пропаганда на эту тему, причем она искусная, такая, она грамотная, она глубинная, эта проблема, это пропаганда. Там приводится там много там, религиозных, правильных вещей, которые тебя завлекают. И потом в последний момент такой раз, крючочком тебя поддевают и перемещают от ислама уже, от религии мира и добра, к радикальным формам, которые есть и в христианстве, и в иудаизме, и в любых религиях, всплески за всю историю крайних форм и радикализмов мы видели во всех религиях. Поэтому вот эти процессы, которые над нами происходят, они происходят не случайно. И эта пропаганда, она втягивает некоторых недалеких людей, людей неискушенных вот этими всеми хитростями российских спецслужб. Я, как человек, который на себе, опять же, проживаю этот опыт, делюсь этим опытом, предупреждаю чеченцев, и не только чеченцев, так как говорю, не только на чеченском языке, и таким вот образом пытаюсь как-то повлиять на это. Поэтому арабизацией я недоволен, никак и русификацией или какой-либо другой фикацией. Я за то, чтобы чеченцы получили свое свободное независимое государство, а их гонители и убийцы были привлечены к ответственности. Именно этим я и занимаюсь в данный момент. Так, давайте перейдем дальше к вашим комментариям. Уже в YouTube почитаю. Так.
Так, давайте почитаем. А, вы с Украины, Женя. Окей. Спасибо и вам спасибо. Удачи и вам. Так, давайте дальше. Так. Слава Вильной Ичкерии, героям слава, слава Украине, друзья. Алишер, витаю тебя, брат. Так, что тут было? Как чеченцы относятся к Кадырову? Чеченцы относятся к Кадырову, относятся так, как он и заслуживает. Кадыров, его отец, призывал нас к джихаду против России. Призывал убивать нас, русских, не военных, не оккупантов, которые на нашей земле, а именно русских, этнических русских. Призывал нас убивать, каждый по 150 русских, русских якобы 150 миллионов, а чеченцев миллион. Поэтому каждый чеченец должен убить по 150 русских. То есть это вот кого вы себе поставили там во главу своих с нами отношений. И он призывал убивать русских как можно больше. И вот, соответственно, так к нему и относимся. А потом он оказался на другой стороне. Это провокаторы, профессиональные ФСБшные провокаторы, семейство провокаторов. И эта семейка одна из. На самом деле Кадыров не является какой-нибудь суперперсоной, которая там все контролирует, и нам пытаются вот таким образом представить, что вот там Кадыров является какой-то там супер независимой персоной, фигурой. На самом деле это не так. Всем управляет ФСБ,
во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Кадыров является всего лишь марионеткой у этого ФСБ, добровольным слугой. Может быть, Рамзан, может, не сам лично добровольный слуга, но его отец, видимо, стал добровольным слугой, и теперь уже и сын. И они находятся как в золотой клетке, им разрешается вкусно есть, мягко спать, ездить на дорогих машинах, ну, иметь какие-то счета там и так далее, и так далее. Но на самом деле это абсолютно бесправные марионетки ФСБ. И знаете, когда шла война, был создан такой региональный оперативный штаб, чтобы вы понимали. Региональный оперативный штаб. Он подчинялся оперативному штабу, который возглавлял непосредственно Патрушев. И региональный оперативный штаб в Чеченской Республике Ичкерия, временно оккупированной Чеченской Республики, еще тогда не оккупированной до конца Чеченской Республики Ичкерия, региональный оперативный штаб возглавлял главарь, местный главарь УФСБ, в данном случае по Чеченской Республике, так у них это называется. В этот региональный оперативный штаб, в РОШ, входили все оккупационные силовые войска, которые дислоцировались там, Западный военный округ, или как он там, Северокавказский военный округ, там еще, вот все военные туда входили, они подчинялись непосредственно начальнику РОШ, начальником являлся главарь банды УФСБ, до сих пор является, МЧС, Росгвардия, Министерство внутренних дел, что там у них еще, ФСИН, ну и все силовые структуры, в том числе глава республики. Все входят в РОШ, а РОШ непосредственно, региональный оперативный штаб, управляет всей республикой. И ни одно убийство, ни одна ликвидация противников оккупации, как бы они их ни называли, исламистами, там, игиловцами, там, еще кем-то, имаратовцами, ичкерийцами, неважно, никогда без разрешения последней отмашки ФСБ не проводилось. Например, окружается дом, в этом доме есть информация у ментов, там есть ГРУ, есть Росгвардия, есть там разные там полицейские вот эти разные структуры, которые выявлением занимаются. Вот они как раз здесь сидят, вот нам тролли, вот эти пишут комментарии. И вот эти структуры вычисляют, какие ментовские структуры, полицейские структуры, вычисляют каких-нибудь там условных террористов, как они их называют, несогласных с оккупацией своей страной людей, окружают их. И после того, как они окружили, им нужно их уничтожить, нужно начать штурм, они всегда звонят ФСБ. Это практика. И ФСБ должно подтвердить, находится ли там их человек или нет, можно ли ликвидировать или нет. И только после этого они уже начинают какие-то свои действия. Либо снимают оцепление и выпускают этих людей, либо же принимают решение, там, если им ФСБ говорит. В последнее время фактически независимых, без рядом агентов ФСБ, партизан фактически не осталось. Тоже касается Дагестана. В Дагестане была просто целая террористическая база ФСБ, которая занималась выявлением неблагонадежных, не согласных с оккупационным вот этим фашистующим российским режимом, и ликвидировала их, либо к одному вот такому несогласному представлялось 10, 20, 50, 100 своих агентов, симулякров, которые изображают партизан, недовольных там режимом, российской властью там, и так далее. И ведут этого человека ровно до тех пор, пока им нужно его пустить на так называемый результат. Результат — это либо уничтожение, чаще всего уничтожение, убийство человека, либо фабрикация уголовного дела и отправку его в места лишения свободы. Вот так вот ведется эта работа, и Кадыров из себя ровным счетом ничего не представляет. Это только вот ширма
ширма и одновременно вешалка, на которую ФСБ вешает трупы, чтобы не брать ответственность на себя, все взваливается на Кадырова. Сейчас же Кадыров, по всей видимости, представляющий угрозу для московского режима, кремлевского режима, пичкается лекарствами. Вот вы видите, человек еле-еле разговаривает, он мой ровесник, еле-еле передвигается, еле-еле разговаривает. И если, конечно, я не исключаю, что он болен реально, это тоже исключать нельзя стопроцентно, но я считаю, что больше, и исходя из методов ФСБ, исходя из того, что Кадыров просто может как-то быть непослушным в Москве Кремлю в случае каких-либо действий, его фактически пичкают лекарствами, и вот его держат в таком состоянии растения, такого имбецила. И такой вот сюжет разворачивается. И это методы ФСБ также и Брежнева, и многих других, кого им нужно было, они вот так пичкали лекарствами. И пока вот его лечащий врач от него не отойдет, пока его не вывести куда-нибудь, Кадырова, и не проверить точно там, независимыми врачами, мы, конечно, это сказать не можем. Но у Брежнева, даже у Брежнева, первого лица фактически, формального, номинального лица в Советском Союзе, была такая же проблема, как сегодня у Кадырова. Как-то так. Во-первых, знаете, как вообще что произошло? Изначально были люди, которые работали из чеченцев, или же чеченоговорящих, мы их так называем, потому что среди чеченцев много есть не чеченцев, которые говорят на чеченском языке, которые давным-давно внедрены в чеченское общество, как по линии военных, так и по линии КГБ СССР. И это потомственные агенты, они как бы такая скрытая пятая колонна внутри чеченского общества, и чаще всего они не чеченцы. Хотя сейчас, последние две русско-чеченские войны, широкомасштабные вот эти агрессии, появились и уже чеченцы. Даже я знаю, что эти люди настоящие чеченцы, и они работают на русню. Вот такие вот манкурты, предатели своего народа. Но по большей части люди, которые собрались вокруг Рамзана Кадырова, Ахмада Кадырова, это были люди, которые воевали против России. И таких людей Кадыров Ахмад под свою гарантию забирал, и они амнистировались. И эти люди усилили клан Кадырова, хотя сам Кадыров Ахмад и работает на ФСБ, еще когда он учился в медресе, в советском единственном медресе, где вы не могли быть ни стукачом, если вы оканчиваете этот вуз, вы не могли быть ни стукачом. Один единственный религиозный вуз в Советском Союзе. Но дело в том, что эти люди под гарантию Рамзана Кадырова сдавались, и некоторые осознанно перешли на сторону России. Все, вот они предали свои предыдущие взгляды. Не есть там люди, у которых убит отец, убит брат, и они служат этой России и так далее. Причем за идеологические взгляды, там у кого-то отец был командиром, у кого-то отец был там политиком, там еще что-то. Вот их убивают. И потом, когда российские власти, российские спецслужбы оказывают давление на эту семью, Ахмад Кадыров, потом уже Рамзан Кадыров, забирали этих людей у ФСБ, у военных и гарантировали, что они больше не будут воевать против России, но они будут воевать против тех, кто продолжает воевать против России. То есть станут предателями, как будто они не за Россию. И в какой-то степени это даже, знаете, для имиджа перед международным сообществом. После окончания Первой русско-чеченской войны наш президент Аслан Масхадов собрал вокруг себя много людей, которые были, скажем так, не совсем честны на пути борьбы за свободу и независимость своего народа и государства.
И это было одно из требований ОБСЕ, международных инспекторов, чтобы мы, чеченцы, по политическим причинам не преследовали людей, которые хотели быть с Россией, ну, на их руках нет крови, они людей не убивали, преступлений уголовного порядка не совершали. Соответственно, раз это просто политические оппоненты, их нельзя преследовать, и их нужно оставить. И вот этим как раз Аслан Масхадов и занялся. И благодаря тому, что вот он этого не сделал, не провел закон о люстрации, все, кто работал на Россию, не были отлучены от власти, мы вот пришли, в том числе, поэтому пришли вот к сегодняшнему положению второй агрессии против нашего. Короче говоря, Масхадов поверил русским, и Лебедю, в частности, который потом был ФСБ ликвидирован. И Масхадов также был потом затем уже и окружен, убит, и весь чеченский народ снова пережил геноцидальную вторую войну. И вот эти люди, когда Ахмад Кадыров давал им гарантии, они сдавались. И вот они перешли на сторону. Это люди, которые под личную гарантию Ахмада Кадырова сдались. Они воевали против России. Некоторые из них были в розыске, в федеральном розыске, в российском. Против некоторых возбуждены очень тяжелые статьи, там, вплоть до пожизненного лишения свободы. Там, ну, воевали, убивали, там, нападали и так далее, оборонялись и так далее. Соответственно, у России получилось так, что появился вот этот анклав такой, ну, и особых, одиозных, особых таких убивавших русских, они потом все ликвидировали, российские спецслужбы, по-разному, там, кто-то в аварию попал, кого-то там где-то застрелили нечаянно, там, и то-то вот так все происходило. Но вот все-таки какой-то костяк, определенный костяк, который сформировался и установил российскую власть, убивая чеченцев, он сформировался вокруг Кадырова. Но кроме одного клана Кадыровых, одного клана ФСБ, так будет точнее говорить, потому что у чеченцев нет никаких кланов. Есть кланы ФСБ. И Рамзан Кадыров, Ахмад Кадыров, это один из кланов ФСБ, который непосредственно подчиняется Путину. Самый главный клан, который подчиняется Путину. Но кроме вот этого клана Кадырова, ФСБшного клана Кадырова, или я их называю ЧВК Кадыровы, частная военная, ну, можно компания называть, можно просто бандой сказать. Кроме них, которые находятся между молотом и наковальней, между чеченским народом и российскими спецслужбами, есть и другие люди. Эти, вот этот клан Кадырова, который перешел на сторону под гарантией Кадырова Ахмада, потом Рамзана, эти люди фактически ничего не могут сделать, никуда они ни вправо, ни влево выйти оттуда не могут из этой системы. Они как бы с одной стороны преследуются российскими, даже если юридически не преследуются, там есть на каждого папочка, компромат, и они как бы обязаны вокруг Кадырова находиться. И вот таким вот образом Кадыров, Ахмад, Рамзан собрал вокруг себя вот свою вот эту верную себе гвардию. И кроме вот этих людей были еще старая советская номенклатура. Вот этот клан Кадырова, клан ФСБ Кадырова, который вокруг Ахмада Рамзана Кадырова собрались, эти люди повязаны, как я сказал, кровью, и они, скажем так, не робкого десятка. Это очень смелые, по большей части, с собой вот непосредственно, кто воевал против России, перешел потом. Эти люди очень смелые люди. И они, как бы, им отступать некуда. Они воевали против России, потом против чеченцев, и у них есть и кровная месть теперь от чеченцев, и преследование, кровная месть от российских спецслужб. И они фактически такой костяк, боевой, ударная такая сила. И им убивать людей, это профессиональные, по большей части, профессиональные каратели. Но кроме них, вот кроме вот этой когорты людей, есть еще определенный такой спектр российских агентов, представленных как ГРУ, военной разведки, ныне Главное управление Генерального штаба
раньше Главное разведывательное управление, так и ФСБ. И эти люди, вот эти люди, всегда жаловались Москве на то, что, смотрите, у Кадырова вокруг головорезы, которые вчера воевали против России. А мы кристально чистые перед Россией, мы никогда Россию не предавали. Почему власть в Чечне отдана вот этим бандитам, фактически? Хотя власть была отдана еще раз Кадыровым. А Кадыров уже гарантирует безопасность вот этим людям, которые вокруг Кадырова собрались. Но, ну да, если так логически подумать, то зачем своим верным собакам не отдать эту власть Чечне, а каким-то вчерашним, как они называли, боевикам отдавать эту власть? Фактически там некоторые есть боевики, там есть люди просто без какой-либо идеологической составляющие в голове, они просто воевали. Может, это нравится. Есть такие, и не только в чеченском обществе, которым нравится воевать. Так вот, логично было бы, если бы ФСБ уничтожила бы всех этих людей, пересажала бы всех, передали бы власть какому-нибудь Закаеву или Кутаеву, а не какому-нибудь там Кадырову. Хотя Кадыров тоже их человек, можно было там передать там другим людям. Но в этом случае просматривается личная выгода Владимира Путина. Путин считает, что вот эти бойцы, которые отмороженные, дерзкие, смелые, и это те, которые, ну, оказывали им сопротивление, что вот из этих людей Путин сформировал себе личную гвардию, вот этих опричнину такую. Она не только состоит из этих людей, она из русских состоит, ЧВК «Вагнер», это та же опричнина была, там еще у них есть. Но одна из составляющих опричнин, и самая разрекламированная, хотя не самая такая эффективная и боеспособная, хотя может и боеспособная, но нигде ее везде задействует. Больше всего Путин русских задействует, своих вот этих ФСБшников, свою агентуру силовую, чем вот этих кадыровцев. Кадыровцы, они так непосредственно, на мой взгляд, они больше по запугиванию генералитета вокруг Путина. Поэтому вот каким-то вот образом показать перед Западом, что вот мы чеченцам местное какое-то самоуправление больше, автономии дали. Вот смотрите, они же хотели независимость, вот мы им дали, вот был же Кадыров Ахмад из тех, кто воевал против нас, ну якобы воевал. Никогда ни Рамзан Кадыров, ни сам Ахмад Кадыров не воевали против России. И вообще, мне кажется, нигде не воевали. Они только вот пытали людей, убивали, там, пленных там допрашивали, вот этим, вербовали, там, вот этим они занимались, провокации разные устраивали. И вот эта старая советская номенклатура КГБшная, которая очень обижена, она постоянно под нос русским тыкала: смотрите, вот вы там отдали тем власть в Чечне тем, кто вчерашние боевики, сейчас они вновь поднимут восстание и отделятся от России. Вот эти все постоянно нарративы, вот эти мысли всегда загонялись в информационное пространство, и к русским они обращались. Русские же говорили в обратку, вот эти высокопоставленные русские, не рядовые, а ФСБшники, там Путин, что когда власть была у вас, вы не справились. И силовым методом, непосредственно убийствами, казнями, пытками, занимались они, а не вы. Да, вы провоцировали войну. Это я уже от себя говорю. Они провоцировали, вот эта старая советская чеченоговорящая номенклатура зазывала войну, как в Украину вот сейчас внутри сидящая агентура зазывала. Также и наша агентура, российская агентура в нашем обществе, также зазывала эти российские войска, говорила и на международных площадках, и где только возможно, что мы хотим быть с Россией, а вот этот Дудаев, там, Масхадов плохие, там, и так далее, и так далее. И вот в такой вот ситуации мы оказались, когда Кадыровы управляются, и вот эта старая номенклатура сейчас, которые ругают, вот вы обратите внимание, нас 250 тысяч русские убили,
А мы, ну не мы, а вот многие вот эти разные блогеры, там разные вот эти провокаторы, которые здесь сидят, они говорят про Кадырова. Они сжигают флаг Кадырова. Ну, российский флаг, оккупационный флаг, назначенный над оккупированной территорией. Конечно, он не кадыровский, но все равно его так называют. Кадыровский флаг сжигают. В Украине мы видим, как сжигают кадыровский флаг. Мы здесь видим блогеров, которые говорят о Кадырове, Кадырове, Кадырове. Но не говорят о ФСБ, не говорят о России, об убийстве более 250 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия Россией. Все говорят, хотя Кадыровы, ну, убили большой процент, может быть, но это может быть, ну, до 10% не дойдет от 250 тысяч. 25 тысяч они нас не убили. Но тысячи они нас поубивали. Но это, ну, может быть 2%, может быть там 5%. Даже если это 10% будет. И то это не 250, правильно? Поэтому вот такая вот сложная схема там внутри сформировалась. И самое главное, вот эта старая советская номенклатура, которая, ну, фактически на их руках крови нет. Они по большей части все имеют высшее образование, в отличие от этих кадыровцев, которые перешли на сторону. Просто солдаты, воины, просто бандиты. А есть вот которые грамотные стукачи, профессиональные доносчики, сексоты, которые хотели бы забрать эту власть. И сейчас на Западе они говорят, вот мы хорошие, мы вот вам сдаем Кадырова, мы вот плохо про Кадырова говорим, дайте нам власть. И на Западе там на них, ну, их игнорируют по большей части, но тоже как бы лояльно относятся, позволяют им здесь находиться, вместо того, чтобы их, конечно же, привлекать к ответственности или выдворять отсюда. Вот такая вот система. Может, я чего-то упустил в процессе разговора, но попробовал все это вам рассказать. Пусть будет для истории. Вот поэтому я говорю на русском языке. В том числе поэтому. Ва алейкум ассалам. Чумелюэнек. Арсен, как думаешь, что с Кадыровым? Последнее видео прогулки по Грозному, он как зомби ходил. Ну, я об этом вначале сейчас сказал у себя в стриме, что я считаю, что его пичкают. Пичкают лекарствами и его поддерживают в таком состоянии, чтобы он не предпринял каких-то резких движений. То есть не вышел из-под контроля. Я думаю так. Я думаю так. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Тут я смотрю. Сейчас остановится этот чат, а то здесь как вентилятор он крутится. Вы тут пишите. Сейчас я дойду до низа. Ну и, друзья, вы мне вообще не даете никаких шансов. Вы мне никаких шансов не даете. Дай прочитать. Я самый низ хочу перемотать. Так, реалити, приветствую. Так, Асан, вы истинно великий сын ичкерийского народа. Спасибо вам за поддержку Украины. После победы Украины Ичкерия тоже станет свободной. Дай Бог. Спасибо вам, Максим Вирт. Спасибо. Слава Украине. Так, валейк салам, реалити. Турана не будет, Америка уже в Армении. Карине Давтян, это очень хорошо, что Америка уже в Армении, это очень хорошо.
Это даже очень как-то странно. Всегда была Россия с Арменией, всегда, а потом раз и Америка. Я вообще приветствую то, что Америка появится в Армении, и база будет американская там стоять. Это Америка залог стабильности и безопасности на Закавказье, на Малом Кавказе и, я надеюсь, на Большом Кавказе тоже. У нас тоже, потому что я надеюсь, что и в Грузии будет военная морская база, и очень надеюсь, что в Ичкерии будет американская база. Я, например, очень этого хочу. Это гарантирует нам, нашим поколениям, будущим, безопасность. Это очень хорошо. Но то, что Турана не будет, я с вами не согласен. Туран есть. Туран это будет такой экономический союз. Если там будет американская база, Азербайджан, Турция не будет представлять для нас угрозу. Вот вы считаете, для Армении представляет угрозу. И, наверное, обоснованно так считаете. С определенной точки зрения я тоже считаю, что империя турецкая и турецкие спецслужбы, при всем уважении к турецкому народу, которого я уважаю, представляют угрозу для нас. Потому что у нас большая аллергия на империи. Вот с одной империи мы вот уже более 300 лет пытаемся избавиться от ее навязчивых, заботливых оков. Поэтому вот как-то так. И в экономическом смысле, и в культурном смысле Туран будет. В военном плане таком Турция входит в НАТО, и поэтому я очень надеюсь, что она не будет вот в этом смысле. Но в перспективе, возможно, и будет такой Туран, военный Туран. Я надеюсь, что он будет по отношению к нам мирным. Очень на это надеюсь. База НАТО с мощной локаторной системой будет в Азербайджане. Да, в Азербайджане тоже. Ну, некоторые говорят, что в Азербайджане будет американская база. Пока я точно не могу сказать, какая там будет. Некоторые говорят, что это будет натовская, то значит, скорее всего, это будут турки. Турецкая база это может быть. Посмотрим. Посмотрим. Но если там будут американцы, я спокоен, да. Для американцев вы будете как рабы. Никакой свободы у вас не будет. Будет, но только для избранных. Говорит Марух. Марух, ну смотри, ты, или Марусь, ты то, что говоришь, вот именно повторяешь то, что делает Россия. Есть какой-то клан ФСБ в лице Кадыровых и весь бедный многострадальный чеченский народ. Вот если ты хочешь нас чем-то испугать или там с чем-то что-то привести в пример, что нас должно отторгнуть от этого, то это не самый удачный пример ты приводишь. Понимаешь? Вы приводите примеры, которые мы, чеченцы, мы знаете, мы, чеченцы, практики вообще. Мы не любим теорию. Мы сразу идем и проверяем на практике. Помните, как было видео, в ТикТок где-то гуляла, мальчик там прыгает на лопату, и она ему на такую с ковшем лопату, и она бьет ему по голове. Он проверяет. Сам пошел и проверил. Как. Так вот, мы все это проверяем на себе. Понимаете? Мы не любим много теорий и много слов лишних. Мы проверяем на себе. Так вот, мы проверили. Ваша фашистская Россия абсолютное беспримесное зло. И любые другие изменения, которые будут происходить на нашем Кавказе, это будет для нас просто глотком свежего воздуха. Понимаешь? Тем более, если их смотреть на Японию, на Южную Корею, на ФРГ и ГДР, если сравнивать, и много других примеров истории, где американцы и где ваши. И просто для сравнения.
и развитие, экономика, и права человека, и все остальное просто несравнимо, намного лучше. Поэтому, конечно же, вам об этом не стоит говорить. Потому что вы лжецы, понимаете? Армения очень рада этой базе. Ну, это отлично. Отлично. В Азербайджане турко-пакистанская военная база строится. Но нет, я не думаю, что турко-пакистанская. Как может она быть? Хотя ничего не могу. Ни за что не могу ручаться, все что угодно может быть. Чеченцы, выходцы из Армении, принявшие другую религию, согласны со мной? Нет, Карина, я не согласен с этим. Но я не согласен, что мы вообще откуда-то вышли. Мы там родились на этом Кавказе, понимаешь? Мы там родились, ниоткуда не выходили. Мы самый древний народ на Кавказе. Вообще-то Армения древнейшая страна, древнейший народ, который находится на Закавказье, на Малом Кавказе и Закавказье. А на Кавказе мы были, ну, по крайней мере, сегодняшнем Кавказе. Возможно, невозможно, я абсолютно уверен, что наши предки очень хорошо взаимодействовали, у нас много общего, в том числе даже названия некоторые там есть похожие. И мы как бы жили по соседству, а наши соседи жили свободно. И вот это Междуморье, да, оно было всегда воротами. И там много разных было народов, национальностей. Но вот как-то так. Армяне пришли на Кавказ из Балканов и ассимилировали часть предков чеченцев-хуритов. Да, ну я этого не знаю, не знаю. Но я знаю, что армяне это наши на Кавказе и за Кавказе являются первыми христианами. И вообще наш Кавказ и вот этот небольшой клочок земли между двух-трех морей, он собрал в себе все религии и все национальности, ну, много религий, и все религии и много национальностей. Это факт. Христиане у нас первые, армяне, грузины, буддисты у нас это калмыки, мусульмане, шииты, евреи, иудеи минимум 500 или 600 лет у нас там находится на Кавказе. Поэтому у нас есть все там, весь цвет мира собрался у нас на Кавказе. Но, к большому сожалению, благодаря имперской политике фашистской России мы отброшены на века. Посмотрите, как живет Европейский Союз, посмотрите, как живут другие страны. А мы, благодаря фашистской, садистской, человеконенавистнической идеологии фашистской России, оказались, ну вот в таком тягчайшем, тяжелейшем положении, где азербайджанцы десятилетиями воевали против армян, а армяне против азербайджанцев только лишь потому, что это угодно было России и через своих агентов она натравливала. Ну и то, что касается и нашего Кавказа, то же самое. Так, давайте. Казахстан заключил военный договор с Турцией. Супер. Все страны СНГ, ОДКБ, вот все почему-то так уходят. Друзья, где вы были, когда нас убивали? Где вы были, когда мы призывали вас присоединиться, помочь нам? Вы же все были за Россию. Что с вами случилось? Вы что это так резко своих русских братьев предаете, что ли? Так же нельзя, да. Оставайтесь, оставайтесь. Я шучу, конечно, не оставайтесь.
Валейкум ассалам, Хавалинг Тошев. Ассаламу алейкум из Таджикистана. Что про таджикский народ скажете? Валейкум ассалам, Хавалин. Что я могу сказать? С большим уважением к таджикскому народу. Что я могу еще? Что вы хотели бы от меня услышать? Большим уважением отношусь к таджикскому народу. Археологические и генетические данные указывают на присутствие нахских предков на Северном Кавказе по меньшей мере с 5 тысяч до нашей эры. Многие ученые считают, что чеченцы являются потомками каменного века. Культуру Кельтиминар, Курас Аракс и позднее хунского объединения, то есть они автохтонны Северного Кавказа. Нету такого понятия, как Северный Кавказ. Понимаешь? Это искусственно советами нам навяз. Северный Кавказ, там Южный Кавказ. Есть Кавказ, и есть Закавказье. Есть Кавказ, Большой Кавказ, и есть Малый Кавказ. Это Армения, Азербайджан и вот Грузия, она по ту сторону хребта Кавказа, мы по эту сторону Кавказа. Поэтому, это, наверное, сейчас будут новые термины вводиться. Я раньше с армянами, когда общался, я говорил, мы же кавказцы, мне армяне говорили, мы не кавказцы. Не путайте, мы вообще с вами ничего общего не имеем. Это мне прямо и в лицо говорили, и в интернете говорили. Мы не кавказцы, мы находимся в Закавказье и так далее. Поэтому мне сейчас Южный Кавказ, армяне начали говорить, азербайджанцы говорят Южный Кавказ. Мне как-то язык не поворачивается армян называть кавказцами. Они древний народ, все такое, но они себя не считали никогда Кавказ. По крайней мере, я сталкивался именно с этим. Посмотрим. Посмотрим. Салам алейкум, брат. Как думаешь, когда малые народы поймут, что они не на той стороне воюют, почему не примут, что как они были чурками для русских, так и будут? Не пора ли этим народу воевать? Валейк салам, муслим. Я не знаю, о чем вы говорите. В смысле, люди, которые проживают в России, вы имеете, малочисленные народы, которые воюют. Да, им не нужно воевать в этой войне против Украины. Я об этом каждый раз говорю. С первых дней этой войны кричу об этом. Ну вот, за деньги и власть или какие-то должности или медальки люди готовы идти на это. К большому сожалению. К большому сожалению. Судить вас надо за разжигание национальной розни. У нас уважение ко всем относится. Нельзя ничего ни про кого плохого сказать. Нелегально. Маринада машина. Да, вы судить вы можете. Это я знаю. Так, друзья.
Так, интересно получается. Интересное кино. Интересное кино. Так. Почему Басаев воевал? Ну, это я уже 100 раз отвечал на этот вопрос, друзья. Хватит уже одно и то же повторять. Вот эту всю пропаганду. Вот вам СЦ ответил. Шеварнадзе завел войска в Абхазию после того, как Ельцин привел его к власти в Грузии. Наверное, он таким образом отблагодарил Россию за помощь в свержении сына Кавказа Гамсахурдия. КГБшник был у власти. Басаеву было 20 с чем-то лет. Их несколько человек всего туда поехало. Сколько всех остальных, грузин в том числе, было в НКВД, сколько в российской армии было и так далее, если все это говорить и вспоминать и напоминать. Когда Сталин был во главе, да, страны, мы увидели, что произошло с чеченским народом, хотя это произошло и не только при Сталине, но и при Сталине тоже мы увидели. Поэтому не нужно вот эти вещи нам навязывать, там, рассказывать там, из Басаева, повторять российскую пропаганду и делать из него там таким врагом для Грузии. Он не был врагом Грузии. Он молодой парень, надеялся, что борется за свободу абхазов, которые, как оказалось, не хотели свободы. Или хотели, но свободы от грузин они хотели. Сейчас они находятся в Советском Союзе, и мы что-то не видим никаких протестов, недовольств со стороны абхазов, чтобы они хотели бы изгнать Россию. Поэтому, вы знаете, может быть, это было сделано для того, чтобы часть вот этой Абхазии отдать России, чтобы Грузия имела территориальные претензии уже свои, на свою территорию и не могла вступить в НАТО. И все это сделано при помощи Шеварднадзе, который остался у власти. Вот, я так это вижу. Так, я не считаю, что Басаев должен был туда идти воевать, если мое мнение спрашивать. Но это я на протяжении, вот сейчас я об этом. Тогда я даже этого не слышал, что где-то Басаев там воевал, там это было так далеко и так скоротечно, что я маленький, молодой, я 15-летний, там сколько мне было лет, 14 лет, я об этом не услышал. Но потом мне постоянно начинают говорить, вот Басаев, 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 Басаев. И это при том, что никто не говорит Сталин, Берия, Гвишиани, и там огромное количество НКВДшников, КГБшников и всего остального люда, который был грузинской национальности в российских структурах. Об этом никто не говорит. Поэтому давайте искать точки соприкосновения, а не разделения. Тем более там, где их не нужно искать. Басаев вернул Грузии командира грузинского спецназа в 1998 году, которого приговорили к расстрелу в Абхазии. Грузию, Украину и скоро НАТО завоюют чеченцы, если слушать этих обиженных, говорит СЦ. Да. Да, не Россия у них проблема, а вот Басаев у них проблема. Басаев. Ну, пропаганда и плюс многие прорусские же об этом пишут и говорят. Много же есть, и не только чеченцы есть прорусские, есть и грузины прорусские. И вот им своим долгом считают зайти и мне сказать, что вот, как ты относишься. Ну, говорите на здоровье.
Кто вы по профессии? Я адвокат по профессии, бывший адвокат. Меня лишили статуса на Русне. Сейчас я правозащитник. Так. Почему с флага исчез волк? Дед, его и не было никогда на этом флаге. Герб, волк это герб. Флаг это флаг. Просто для того, чтобы этот флаг узнавался, мы туда, кто-то наши первые поместили наш герб. И вот с тех пор просто начали такие флаги распространяться. На самом деле волка там не должно быть. Вот самый настоящий ичкерийский, чеченский флаг. Абхазия была частью Конфедерации народов Кавказа. К сожалению, это оказалось проектом ФСБ. Басаев выполнил приказ Мусы Шанибова. Я не знаю, кто такой Муса Шанибов, точнее, не помню, фамилия знакома, но я не знаю, кто он. Но здесь, да, согласен, Конфедерация народов Кавказа, о которой и даже сейчас говорят некоторые деятели, они, да, это был проект ФСБ. Президент Конфедерации народов Кавказа. Хугелерцуна СЦ, что с ним стало? Но он не был чеченцем, я так понимаю. Шанибов вроде бы не чеченское имя, фамилия. Уже 10 миллионов китайцев женаты на русских за последние 5 лет. Ничего себе. Ничего себе. Это правда, что ли? Не может быть. Это что получается? 2 миллиона в год? Или же 200 тысяч свадеб в месяц, что ли? 100, 180, 170 тысяч свадеб в месяц. Это нереально. Каждый там, сколько это получается? Каждый день получается там. Кабардинец он был, да? Отлично, будем знать. Китай хочет ассимилировать русских и в будущем построить лагеря. Ты имеешь в виду концлагеря? Так, интересное кино получается у нас. У нас всегда под конец уже самое интересное развивается. Кабардинцы, часть адыгского этноса. Абхазы принадлежат к западной группе кавказских языков, как и адыгейцы, черкесы. Будут куруси или русайцы. 10 миллионов, если вышли замуж, Виктория говорит, получится из них куруси или кируси, китайцы и русские. Или русайцы. С вами весело, друзья. Поднимайте мне настроение. Олег, салам, позитрон. Скоро вся Россия будет китайская. Вся нет, Михаил. Какая-то часть останется все-таки российская. Но большая часть, да. Теперь будет не православная Путинья, а буддийская. Кстати, да. Кстати, уже давно пора приобщаться. Так, попробуйте рыпнуться на Россию, дайте только повод. Ждем давно. Как же долго ждал. Это как на улице вашу 6 уже стригут, говорит Вася.
Вася, так вот, вы же против Украины рыпнулись. Что-то я смотрю, каждый день вам дроны прилетают, каждый день вас там уничтожают. Вот более 1000 человек уничтоженными и ранеными каждый день происходит. А вы, а вы решили там дворников, там ваших там соседей, да, их преследовать. Ну, нормальная логика. Молодцы. Знаете, у нас у чеченцев есть пословица. Тот, кто побоялся ударить коня, ударил седло. Говорил, это побоявшийся ударить коня, побил седло. Вот вас, украинцы, дронами обстреливают, а вы там кавказцев, там азиатов, среднеазиатов там будете, да, очень нормально. По-русски, по-русски, по-русски. Так, я смотрю. Друзья, ладно, на этом я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Спасибо. Завтра у нас будет стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Пожалуйста, приходите. Это будет приблизительно в это же время, 19 часов. Всего самого хорошего. Уважение и тебе, Башкортостан. Всего самого хорошего. Слава Украине. Ночи Амдинду. God bless America. Ам Израиль Хай. Адикюэль Маш Оэль. Да здравствует Азербайджан, Грузия и все остальные. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Адикюэль Маш Оэль. Пожалуйста, Михаил.